көчөттү тиккенге чейин азыктандыруу максатында бул. Вначале корни саженцев ненадолго замачивают в воде, смешанной с землей и навозом. И это одно из лучших органических удобрений для молодых деревьев. Благодаря такому методу саженцы быстрее адаптируются к почве и начинают быстро расти. Балтушка деп коебуз, ошо балтушканы. Мы называем это болтушкой. Окунаем корни саженцев в эту смесь из экологически чистых компонентов. Корни становятся увлажненными, а во время полива, когда саженцы уже в земле, такой состав помогает стеблю укорениться и получать питательные вещества. Кармап турат да, азыктандырып. До конца мая в Акталинском районе планируют посадить 50 тысяч саженцев тополя. Работы по озеленению проводятся уже вторую неделю подряд. Поскольку климат района не подходит для хвойных пород деревьев, здесь в основном сажают широколиственные. Саженцами обеспечивает местное лесничество. В рамках национальной кампании «Жашыл Мурас» на 10 гектарах земли мы посадили 16 600 саженцев. Кроме того, сельская управа Баетова организовала парковую зону, где высадили еще 14 тысяч саженцев. Кроме того, парк организованный в Аильна-Маймаки, Алабуга. Сейчас жители села Тоголок-Молдо дружными усилиями озеленяют территорию в 5 гектаров. На этой земле будет посажено 13 тысяч саженцев тополей. В целом на работу по благоустройству из сельского бюджета было выделено 385 тысяч сомов. Местные жители позаботятся о том, чтобы саженцы прижились и росли. У нас имеются проблемы с поливной водой, поэтому для саженцев мы выбрали территорию, которая имеет доступ к поливу, чтобы наш труд и вложенные финансы не пропали даром. Это хорошая земля. Напомним, что в рамках национальной кампании «Жашыл Мурас» «Зеленое наследие» в Нарынской области в этом году всего будет высажено 350 тысяч саженцев. Мадина Низамова, Один Толёбеков, ЛТР, Нарынская область.